Во всем мире сейчас обсуждают вот эти кадры. На подступах к Мосулу прицельным выстрелом из противотанкового оружия террористы останавливают американский танк «Абрамс», состоящий на вооружении иракской армии. Броня не выдерживает, боевая машина взрывается. Покинуть горячий танк экипаж не смог. Война в Сирии и в Ираке обнажает истинные тактико-технические характеристики хваленого американского оружия. Так вот, оказывается, что американская, эта динамическая защита, извините за выражение, это просто туфта, это сказка. Потому что она никак не защитила американский танк «Абрамс». По иронии судьбы, американский танк был подбит американским противотанковым комплексом ТОУ. Пентагон поставлял его так называемой умеренной сирийской оппозиции, а он странным образом оказался в руках боевиков. Тем временем на Западе бросились защищать военную технику США. Дескать, по одному этому случаю нельзя судить обо всех танках «Абрамс», ведь Штаты предоставили иракским военным не самые лучшие образцы. Американцы очень часто сбывают ненужное не по дешевке своим так называемым союзникам. Возможно, американцы посчитали, да, для иракцев и так сойдет. Уже и сами американские специалисты говорят, что вот этот факт, который произошел с американским танком «Абрамс», он, в общем-то, опозорил американскую танкостроительную область. К тому же успеху военной операции мешает слишком большое число участников штурма. Все эти силы, многие из которых конфликтуют между собой, воюют независимо друг от друга, не координируя свои действия. Например, Пешмерга, захватив несколько курдских деревень к востоку от Мосула, отказывается продвигаться дальше. С востока действуют курды. Рядом с ними иракские туркмены. В том же направлении с востока действует иракская полиция провинции Найнава и также 9-я иракская дивизия. С юга наступают иракские правительственные войска и федеральная полиция. На севере действует курдская пешмерга. Понимаете, они даже не могут договориться о совместных действиях. Чтобы придать новый импульс затянувшейся операции, в Ирак были переброшены 500 американских спецназовцев. По данным сирийских СМИ, лучшие бойцы США находятся в авангарде иракских и курдских боевых формирований и активно участвуют в боевых действиях. Вот что по этому поводу пишет американское издание VIA Change. В Мосуле солдаты элитных подразделений выполняют функции пехотинцев, что влечет за собой неизбежные огромные потери, которые чиновники Вашингтона в очередной раз пытаются скрыть, как они обычно это делают. Причем американские спецназовцы гибнут не только от пуль боевиков, но и от ударов собственной авиации. 16 солдат погибли после дружеского огня самолетов ВВС США, что говорит о плохой координации всей операции. Учитывая то огромное превосходство в живой силе, которое сложилось при взятии Мосула, и такие вот потери со стороны американцев и со стороны иракцев, это, в общем-то, говорит и о бездарности операции, и о том, что эта победа может прийти в Мосул по трупам иракских и американских солдат. США обещали показать всему миру, как надо воевать в Ираке. Вместо этого весь мир узнал, что их танки вспыхивают, как спичечные коробки. Американская авиация уничтожает собственных солдат, а число жертв среди мирных граждан уже достигает 1000 человек. Александр Петров, Валерий Волошин, Александр Федоров, Александр Кучаев. Аналитическая программа «Постскриптум».